Слушайте радио Крым Реалии на средних волнах. Частота 549 кГц в 7:30 утра и днем в 12:10. Теперь мы с вами 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Радио Крым Реалии 105,9 FM. Крымчане имеют право знать. Продолжаем эфир от радио Крым Реалии. Сергей Макрушин у микрофона. Напомню, что в Северном Крыму нас можно слышать на частоте 105,9 FM круглосуточно. Круглосуточно нас можно слышать на сайте Крым Реалии, где вы обнаружите сигнал прямой трансляции. Также там вы найдете записи всех наших радиопрограмм. Во время прямого эфира крымчане могут бесплатно звонить нам в эфир по телефону 8 800 10 06 926. Для жителей материковой части Украины телефон 044 490 2905. Тема дня. Итак, более года прошло уже с того момента, как Международный суд Организации Объединенных Наций принял решение о временных мерах, в котором фактически признал Меджлис легитимным представителем крымских татар и обязал Россию восстановить возможность работы Меджлиса на территории Крымского полуострова. Напомню, фактически деятельность Меджлиса в Крыму сейчас запрещена. Несмотря на решение суда, Россия так и не возобновила деятельность этого представительного органа. При этом за последний год Украина дважды обращалась к России с требованием отменить этот запрет. Почему Россия не исполнила предписание Международного суда? Почему в соседней России запретили представительный орган крымско-татарского народа? Как Украина может повлиять на Россию через международные судебные инстанции? Об этом поговорим после сюжета, подготовленного моими коллегами. Крым в центре внимания. Сегодня решением Верховного суда Республики Крым удовлетворено заявление прокурора. Общественное объединение Меджлис крымско-татарского народа признано экстремистской организацией. Его деятельность же запрещена на территории Российской Федерации. В апреле 2016-го российский прокурор Крыма Наталья Поклонская рассказала о решении подконтрольного России Верховного суда Крыма запретить Меджлис крымско-татарского народа. Представительный орган крымских татар признали экстремистской организацией, якобы из-за посягательства на территориальную целостность России и запугивания людей. В апреле 2017-го Международный суд ООН обязал Россию отменить ограничения на деятельность Меджлиса. 24 апреля этого года Украина вновь обратилась в Международный суд в связи с тем, что Меджлис таки остался вне закона в России и в аннексированном ею Крыму. Об этом сообщило Министерство иностранных дел Украины. О возможном запрете Меджлиса подконтрольные Кремлю крымские власти заговорили вскоре после российской аннексии полуострова. В июле 2014-го информагентство Крыминформ опубликовало видео, в котором Наталья Поклонская предупреждает о возможности признания Меджлиса экстремистской организацией его главу Рифата Чубарова. Причиной стало выездное заседание Меджлиса, на котором якобы решался вопрос о восстановлении национально-территориальной автономии крымских татар. Чубаров в ответ попросил Поклонскую разговаривать с ним на понятных ему языках. Указанным постановлением Курултая крымско-татарского народа 4-го созыва от 25 марта этого года об'явлено о началі політичних і правових процедур. У мене є дуже велика проблема, я не розумію російською мовою. Переходіть, будь ласка, на державну українську або на державну кримсько-татарську. Исходя из пункта 2 положения на українську або на кримсько-татарську мову. На 3-й сесії 4-го Я не розумію російську мову. Кримсько-татарського народу. Ви уявляєте собі, я не розумію російську мову. Я не розумію, про що вона говорить. Із основних целей Меджлиса являється реалізація права кримсько-татарського народу. Кримсько-татарська мова є державною. Кримсько-татарська мова є державною в Криму. Расы, национальности, языка, происхождения, имущественного и должностного положения, места жительства, отношения к религии, убеждений, принадлежности к общественным объединениям, а также других обстоятельств. Запрещаются любые формы. Позже, в сентябре 2014-го, российский глава Крыма Сергей Аксенов заявил изданию «Коммерсант»: с юридической точки зрения Меджлиса на полуострове не существует. Какой Меджлис? Организация не была зарегистрирована должным образом. Ее нет. Если бы вы провели социологический опрос, то убедились бы, что Меджлис пользуется поддержкой от 15 до 20% крымских татар. Поскольку ничего из тех программ, которые заявлялись с 1991 года в Украине, Меджлис не выполнил. В 2016-м Наталья Поклонская подала в Крымский суд иск о запрете деятельности Меджлиса, а Министерство юстиции России внесло представительный орган в перечень экстремистских организаций. После запрета Меджлиса судом Поклонская рассказала: об этом я
якобы просили сами крымские татары. Мнение крымских татар в части принятого решения о запрете Меджлиса убедительно и ясно указано в тысячных обращениях на имя Генерального прокурора Российской Федерации, на мое имя, на имя главы Республики Крым, с просьбой запретить дальнейшую спекуляцию извне крымско-татарской темой и ликвидировать ненужную им структуру Меджлис. Позже глава Меджлиса Рифат Чубаров заявил, крымский суд нелегитимен и вообще не имеет права выносить решения. И добавил, члены Меджлиса отрицают все обвинения в экстремизме. Відбулося неправомірне рішення злочинне. Неправомірне рішення, значить, це про те, що немає права окупаційна влада руками встановлених нею окупаційних суддів приймати рішення щодо представницького органу корінного народу півострову. Вона не має взагалі там приймати рішення, щоб засуджувати громадян України. І все те, що відбувається зараз в такий спосіб, в тому числі через так звані суди, це рішення є неправомірним. 29 сентября 2016-го Верховный суд России признал предыдущее решение Крымского суда законным и окончательно запретил деятельность Меджлиса крымско-татарского народа. Верховная Рада Украины призвала ряд международных организаций осудить действия России. В частности, народные депутаты обратились в Европарламент, НАТО, Парламентскую ассамблею Совета Европы и Организацию по безопасности и сотрудничеству Совета Европы. Крым в центре внимания. Продолжаем эфир, продолжаем говорить о том, что Россия не выполняет требования Международного суда ООН к России, которые были выдвинуты уже более года назад. Напомню, что требовалось возобновить деятельность Меджлиса крымско-татарского народа на Крымском полуострове, отменить этот запрет. Поговорим сейчас об этом с Рифатом Чубаровым, главой Меджлиса крымско-татарского народа. Рифат ага, здравствуйте. Итак, ваше мнение, почему Россия вот год спустя после этого решения Международного суда так его и не выполнила? Ну, ми говорили одразу, і тепер це все підтверджено. Російська Федерація буде будь-який спосіб уникати виконання проміжного рішення Міжнародного суду ООН. Можна говорити, що минулого року за позовом Української держави було прийняте виключно таке, знаєте, унікальне рішення, яким Росію зобов'язали негайно прийняти відповідні ці заходи негайні, і в тому числі відновлення діяльності Меджлісу кримського народу. Росія зобов'язана виконати рішення Міжнародного суду, але виконувати не буде. І в цьому є парадокс сучасної міжнародної ситуації, коли країна в даному випадку, постійний член Ради безпеки ООН, не виконує рішення Міжнародного суду ООН. Чем так неудобен Меджлис крымско-татарского народа России, что она идет даже на такую конфронтацию с международным правом только для того, чтобы сохранить этот запрет? Незважаючи на те, що російські окупаційні силові органи нанесли дуже такі сильні удари по кримсько-татарському народові, заборонивши Меджліс, заарештувавши активних людей, розігнавши будь-які незалежні ЗМІ. Тим не менш, Росії не вдається поставити на коліна кримських татар. І в цій ситуації, коли кримські татари зберігають свою єдність, коли вони не схиляють свою голову, коли вони всіма своїми колективними діями, це дуже важливо, колективними діями, можливий спосіб, дають зрозуміти, що вони не приймали і не приймають російську окупаційну владу, ще допустити Меджліс
відмінити заборону на його діяльність для ФСБ, для путінського режиму, це вже було б занадто. Я говорив про те, що кримськотатари активними своїми діями дають постійно написи. Тут мав на увазі хоча б останню подію, це незаконні вибори на території тимчасово окупованого Криму, які були зорганізовані там окупаційною владою 18 березня, коли вони проводили там незаконні вибори президента Росії. Кримські татари, своїй подавляючій більшості вони дійсно пробойкотували ці вибори, і вони, такі речі окупаційні, ці російські органи, вони не вибачають. Можно ли говорить, что российский запрет на работу Меджлиса на Крымском полуострове как-то ослабил позиции этого органа в связи с тем, что вынужден сейчас Меджлис временно работать из Киева? Сохраняется ли у вас возможность как-то все-таки работать с Крымом? Я думаю, що всі ті хоча б в якійсь мірі слідкують за ситуацією в Криму, які аналізують все те, що відбувається навколо Криму, вони можуть зробити для себе висновок про те, що діяльність Меджлісу кримськотатарського народу не тільки не зменшилася у зв'язку з забороною діяльністю Меджлісу кримськотатарського народу на незаконними цими рішеннями російських судів, вона навпаки активізована, дуже ще більш сильно активізована. Інша ситуація, дійсно нам доводиться працювати багатьма іншими формами, ніж раніше для нас були притаманні. Не про всі ці форми можна говорити в ефірі, але хочу сказати про те, що діяльність наших активістів Кримськотатарського національного руху в ті способи, які зараз можливі на території тимчасово окупованого Криму, вона ніяк аж не зменшилась у зв'язку з забороною російською окупаційною владою діяльності Меджлісу кримськотатарського народу. Вона ускладнилась, але не зменшилась. Рифат Ага, оставайтесь, пожалуйста, с нами на связи. У нас есть звонок от нашего радиослушателя. Я напомню, номер телефона 8 800 10 06 926. Каждый слушатель может позвонить нам в эфир. Если вы слышите нас в Крыму, звоните на этот номер. Если вы слышите нас на материковой части Украины, звоните на номер 044 490 29 05. Итак, звонок от слушателя. Здравствуйте, вы в эфире. Здравствуйте, меня Владимир зовут. Хотел бы вам напомнить, что решения Международного суда ООН не являются обязательными к выполнению. Чтобы они стали обязательными, их должен Совет Безопасности ООН затвердить. А кроме того, считаю, что Россия должна создать тюрьму такую же, как по принципу Гуантанамо, как у США, где-нибудь на территории Сирии. И туда террористов всех отправлять, крымско-татарских в том числе. И, естественно, там ни про какие права человека... А кого вы обвиняете в терроризме? Вы знаете, что есть, например, презумпция невиновности, да? Почему-то США этим не пользуются, почему нам с ним, к примеру... Мы не говорим сейчас о США, мы говорим об аннексированном России Крымском полуострове. Я понимаю, Причем здесь США? России предлагаю взять пример с самой передовой державы мира. Действовать точно так же. Я думаю, что с созданием тюрем Россия вполне справляется. Напомню, что одной из первых строек, которую заказали за российские бюджетные деньги в Крыму, это как раз строительство СИЗО в Симферополе. Спасибо за ваш звонок. Я напомню, что с нами на связи Рифат Чубаров, глава Меджлиса крымско-татарского народа, народный депутат Украины. Рифат Ага, ваша реплика относительно вот такого звонка нашего радиослушателя. Я тоже перейду на русский язык, чтобы Владимир, по-моему, так назвался ваш слушатель, чтобы ему это было понятно. Но вот именно на таких людях, как Владимир, и держится сегодня преступный путиновский режим, на людях самоуверенных и считающих, что они все знают, и более того, таким, каким они представляют этот мир, все должно вокруг и преобразовываться. Во-первых, Россия
обязана выполнить решение Международного суда ООН, поскольку само по себе согласие на рассмотрение иска по тем конвенциям, которые Россия также ратифицировала, и они являются обязательными для исполнения российским государством, и согласие на суд, это означает о том, что решение суда есть обязательным к применению теми сторонами, которые на этот суд согласились. И поэтому сегодня Путин и Российская Федерация государства, не выполняя решение суда, совершают очередное международное преступление. Здесь Владимир упоминал Совет Безопасности. Он где-то слышал звон, да не знаю, где он. Дело в том, что нет механизма, чтобы заставить государство выполнять решение Международного суда, и единственным механизмом может быть рассмотрение на Совете Безопасности ООН ситуации, когда государство не выполняет решение Международного суда. Но поскольку Россия является постоянным членом Совета Безопасности, понятно, что этот механизм не будет эффективным, ибо Россия просто применит право вето. Вот почему сегодня государства, члены ООН, ищут инструменты, механизмы для того, чтобы такие государства, как Россия, которые абсолютно игнорируют международным правом, смочь заставлять выполнять международное право. Я уверен, что поиск этих механизмов когда-то найдется. И еще один момент. Здесь Владимир говорил про тюрьму, на которую надо бы всех террористов. Если бы этот Владимир, который, скорее всего, обыкновенный Иван, не помнящий своего родства, хотя бы просто поднял бы свою задницу с дивана и немножко бы покопался своей родословной, я не сомневаюсь ни на минутку, что он обязательно бы нашел бы в своем ближайшем таком родстве людей глубоко несчастных, у которых были трагические судьбы еще в недавнем нашем общем прошлом, когда сталинский режим миллионы людей, называя их, не террористами, но врагами народа, отправлял в лагеря ГУЛАГа, и там их убивал непосильными работами, голодом, издевательствами и просто убийством. Вот этот Владимир, и таких вот, к сожалению, в России миллионы и миллионы русских, которые вот таким своим беспамятством, ненавистью ко всем окружающим, особенно к другим народам, своей безапелляционностью, они и являются сегодня вот основой таких авторитарных, преступных режимов. Но, слава богу, свет в конце тоннеля уже виден. И вот разочарование или прозрение таких, как Владимир, будет, конечно, очень-очень болезненным. Спасибо, Рифат Ага. Напомню, что с нами на связи был Рифат Чубаров, глава Меджлиса крымско-татарского народа, народный депутат Украины. Спасибо за разъяснение, которое вы дали нашему радиослушателю. Надеюсь, что-то после этого ему станет понятно. Напомню, что каждый наш радиослушатель может принять участие в нашем эфире. Номер телефона 8 800 10 06 926. Звоните на этот номер, если вы слышите нас на Крымском полуострове, если вы слышите нас на материковой части Украины. Звоните на номер 044 490 2905. Мы продолжаем эфир. У нас есть еще один звонок. Здравствуйте, вы в эфире, говорите. Здравствуйте. Вы меня слушаете? Да, мы слушаем вас. Вы в эфире. Алло. Да. Спасибо. Вот чем больше я слушаю этих господ татарских националистов, Чубарова и подобных ему деятелей, тем я сильнее убеждаюсь в правоте товарища Сталина. О боже, убирайте это из эфира. Мы не можем даже, наверное, предоставлять слово тем, кто оправдывает репрессии против целых
народов. Это недопустимо в эфире Радио Свобода. Мы продолжаем эфир и напомню, что мы говорим о том, что Россия фактически уже более года отказывается выполнить решение Международного суда ООН о возобновлении деятельности Меджлиса в аннексированном Крыму. Итак, посол Украины в Королевстве Нидерланды Всеволод Ченцов обратился к Международному суду с просьбой разъяснить это промежуточное решение. Давайте послушаем коментарі Всеволода Ченцова. У нас немає жодних підстав сумніватися, що рішення суду було дуже чітким і несуперечливим, що Російська Федерація була зобов'язана зняти заборону діяльності Меджлісу. Від цього часу Російська Федерація не виконала це рішення суду, пройшов рік, тому ми були змушені звернути увагу суду, що рішення не виконується, і звернутися з проханням підтвердити ще раз, що рішення попереднє означає лише одне, що Російська Федерація зобов'язана зняти заборону і відновити роботу Меджлісу. Таку мету ми переслідували, звертаючись до суду з таким проханням. Результат, який ми очікуємо, це отримати рішення суду, тобто тлумачення суду, що рішення, яке було ухвалено рік тому, означає лише одне – вимога зняти заборону діяльності Меджлісу, і воно не може бути тлумачені в жодний інший спосіб. Тобто на сьогодні російська сторона його не виконує, посилаючись, що тривають якісь процедури, що триває якийсь розгляд, і так не може тривати далі. Тому ми були вимушені звернутися з таким проханням до суду. Тобто ми розраховуємо, що оскільки питання є термінове, ми також надали додаткову інформацію про порушення прав і кримських татар, і українців етнічних в Криму, що таке рішення має бути ухвалене у максимально стислі терміни. Ми на сьогодні не можемо наперед визначати, в які терміни таке рішення буде ухвалене, тому що матеріали будуть передані на розгляд Російської Федерації, на розгляд членів суду. Суд, до речі, вже звернувся, вже поставив термін середина травня, до якого Російська Федерація має відреагувати на таке клопотання України. Тобто досить чіткий, короткий термін був визначений. Ми сподіваємося, що суд буде діяти оперативно, рішення буде ухвалене без зволікань. Росія звертає увагу, що вона не зобов'язана інформувати про хід виконання цього рішення. Таким чином вона просто ухиляється від виконання. І ми очікуємо від суду, що буде підтвердження, що рішення мало саме на меті відновлення роботи Меджлісу, що жодним іншим чином його тлумачити не можна. І Росія має просто виконати у розумні терміни, стислі. Російська Федерація, вона демонструє повну зневагу до міжнародного права, до рішення суду, яке було рік тому вже ухвалено. Тому йде мова про те, що Російська Федерація, вона поступово, якщо далі вона буде демонструвати такий же підхід, вона рухається в напрямку стати державою-ізгоєм, державою-парією. Це шлях самоізоляції. В перспективі ось такі будуть наслідки. І це тягне за собою цілу низку інших наслідків. Впливатиме і на авторитет держави, рівень стосунків з іншими міжнародними партнерами. Тобто Російська Федерація, яка є постійним членом Ради безпеки ООН, вона по суті на сьогодні стає таким системним порушником міжнародного права. І у разі невиконання оцей статус за Російською Федерацією, скажімо, буде закріплюватися. Продолжаем эфир. Напомню, что это был комментарий посла Украины в Королевстве Нидерланды Всеволода Ченцова, который обратился в Международный суд с просьбой разъяснить решение, которое было принято больше года назад, которым Россия фактически была обязана возобновить работу Меджлиса крымско-татарского народа на Крымском полуострове. Напомню, Россия фактически запретила работу этого органа в аннексированном Крыму. С нами на связи Николай Полозов, российский адвокат. Николай, здравствуйте. Итак, ваше мнение, почему Россия не исполняет предписания Международного суда ООН? И есть ли какие-то рычаги повлиять на позицию России? Здравствуйте. Действительно это так. Российская Федерация не выполнила временные меры, которые были установлены приказом Международного суда в прошлом году. Что касается непосредственно Меджлиса, то в рамках вот этих временных мер в российский суд подавалось заявление
о пересмотре дела о запрете Меджлиса по вновь открывшимся обстоятельствам, и Российская Федерация это заявление отказалась рассматривать. Прежде всего, это связано с политической позицией руководства России, которое, по всей видимости, приняло окончательное решение о запрете национального представительного органа крымских татар в Крыму. Это прежде всего обусловлено внутренней политикой России по отношению к крымским татарам на оккупированном полуострове, политикой репрессивной, политикой, которая подавляет крымских татар. И, к сожалению, каких-то эффективных рычагов, предусмотренных международными договорами исполнения решений Международного суда ООН, не существует. Несмотря на то, что Россия признает этот суд, несмотря на то, что Российская Федерация участвует как сторона в этом судебном процессе и будет участвовать, когда будет рассматриваться иск Украины по существу, я не думаю, что непосредственно сам Международный суд ООН или сама Организация Объединенных Наций сможет каким-то образом оказать влияние на Россию и заставить выполнять эти судебные решения. Но, на мой взгляд, очень важно именно юридически зафиксировать те нарушения, которые Российская Федерация допускает по отношению к гражданам Украины, по отношению к крымским татарам. И на основе вот этих зафиксированных юридическим путем в Международном суде нарушений можно будет воздействовать тем инструментарием на российскую власть, который уже применяется. Это санкции. Единственное, что эти санкции не будут накладываться непосредственно на Организацию Объединенных Наций, поскольку Россия все-таки имеет право вето в Совете Безопасности. Но те страны, которые уже осуществляют санкционную политику в отношении Российской Федерации, у них будут формальные основания для того, чтобы этот санкционный список расширять, увеличивать и тем самым все-таки принуждать Российскую Федерацию выполнять те или иные условия. Вот я вижу развитие примерно в таком ключе. Благодарю вас, Николай. Напомню, что с нами на связи был Николай Полозов, российский адвокат. Это радио Крым Реалии. Сергей Макрушин у микрофона. Звоните нам в эфир. Номера телефонов я повторю, когда мы вернемся в эфир через несколько минут.